Получать выплаты начали уже с мая. Их выдают семьям с невысокими доходами. Они рассчитаны на детей от 8 лет до 17. Кроме родителей, деньги получат и усыновители, опекуны, попечители ребенка. Пособия полагаются и детям с ограниченными возможностями. Эти заявители должны прийти в пенсионный фонд клиентской службы. Пенсионный фонд – это город Назрань, Малгобек или Сунжа. Обращаются лично в пенсионный фонд и с оригиналом документов заполняют заявление. И это заявление уже мы рассматриваем в течение 10, максимум 30 рабочих дней. Там не учитываются выходные дни и праздничные дни. В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. При этом сумма рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье и может быть равна половине 75 либо 100% регионального прожиточного минимума на детей. Многие заявители обращаются в пенсионный фонд по поводу того, что они указали при подаче заявлений детей, которые учатся очно в институте или в колледже, также получают пенсии. И они считают, что если он учится очно, данная выплата тоже им полагается. Нет, их в состав семьи указывайте для того, чтобы доход, больше была вероятность, что они получат 100%. Но не для того, чтобы выплату им назначили. Данная выплата полагается, пока ребенку не исполнится 17 лет. Родителям стоит помнить, в заявлении важно указать реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. После того, как мы выплату назначаем, принимаем решение положительное, в течение 5 рабочих дней после принятия решения сумма поступает на счет заявителя. Заявитель может предоставить реквизиты счета при подаче заявления, это карта МИР. И обязательно только свои. То есть, если заявитель отец, он указывает в заявлении свои реквизиты счета. Если заявитель мама, то она указывает свои реквизиты счета. Если при подаче заявления они укажут не свои реквизиты счета, то данная выплата не поступит на счет. Напомню, новые пособия установлены в начале апреля этого года. Эта мера поддержки введена по инициативе президента Владимира Путина. На их получение поступило свыше 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей по России. При обращении до 1 октября 2022 года пособие будет выплачено за весь период с 1 апреля, если ребенку уже на тот момент исполнилось 8 лет. Однако важно понимать, если заявление было написано позже, ранние выплаты не полагаются. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.